член Международной комиссии по свободе вероисповедания Соединенных Штатов Америки и председатель уйгурского проекта по правам человека Нури Туркель вошел в сотню самых влиятельных людей года по версии журнала Time, который ежегодно выбирает самых влиятельных людей из числа политиков, художников, известных и выдающихся личностей. Нури Туркель – известный американский правозащитник уйгурского происхождения, который борется с нарушениями прав человека в Восточном Туркестане. Это немного прискорбно оказаться в первой сотне из-за моих усилий остановить геноцид против уйгурского народа. Я хотел бы выразить благодарность председателю Всемирного уйгурского конгресса Долкуну Исе, отметил Туркель. В ходе 45-й сессии Совета по правам человека у сломанного стула перед зданием ООН в Женеве прошла фотовыставка, посвященная геноциду уйгурского народа. Организатором трехдневной фотовыставки, направленной на освещение ухудшающейся ситуации в Восточном Туркестане, выступил Всемирный уйгурский конгресс. На выставке были представлены фотографии жертв репрессий и жестокой политики китайских властей. Председатель Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса сделал следующее заявление. «Мы проводим фотовыставку, чтобы осведомить мировое сообщество о принудительном труде и геноциде. 45-я сессия Совета ООН по правам человека дает нам возможность для привлечения внимания международного сообщества к данному вопросу». Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ООН направить в Восточный Туркестан специальную комиссию для изучения положения уйгурских мусульман. Права человека – это не идея, которую Запад использует для вмешательства или противодействия другим странам. Это принцип нашей организации, и все государства, представленные в ООН, подписали соответствующие законы и конвенции, поэтому их необходимо соблюдать. Франция призывает ООН направить делегацию в уйгурский регион. «Мы все обеспокоены положением уйгурских мусульман», – отметил Макрон. Всемирный совет имамов – неправительственная организация, созданная объединением ученых со всего мира и в настоящее время насчитывающая более 1000 членов, вчера на своем официальном сайте объявила, что к консультативному комитету организации присоединились Тургунжан Алавуддин и доктор Алимжан Бугда. Тургунжан Алавуддин, выпускник Египетского университета Аль-Азхар, в настоящее время является руководителем Духовного управления Всемирного уйгурского конгресса и вице-президентом Союза ученых Восточного Туркестана. Доктор Алимжан Бугда является преподавателем университета Сючу-Имам в турецком городе Кахрамамараш, председателем комитета по фетвам Союза ученых Восточного Туркестана и членом комитета по религиозным делам Всемирного уйгурского конгресса. Ученые будут представлять во Всемирном совете имамов мусульман Восточного Туркестана. Около 380 гриндов или черных дельфинов погибли в Австралии за одни сутки. Смерть 380 дельфинов подтвердил Ник Дека, руководитель спасательной операции. Он также рассказал, что 70 черных дельфинов удалось спасти. На мелководье в районе залива Маккуари-Хитс на западе острова были замечены около 270 особей. Однако во вторник сотрудники спасательных служб увидели с вертолета еще около 200 погибших дельфинов. Исследователи все еще пытаются понять поведение китов и причины, по которым они оказываются на мелководье.